Тиньши. Ассаламу алейкум, Средний Азиатский регион. Мне зовут Султан Бахтияр, мне 29 лет. Я с солнечного, гостеприимного Узбекистана. Что я здесь в качестве самого молодого золотого льва Среднеазиатского региона? Я хочу поблагодарить основателю, председателю корпорации Тиньши господину Низиевани за предоставленную возможность, за то, что благодаря этому бизнесу мы, молодежь, достигаем своей цели, зарабатываем достойные деньги. Благодарю вам, господин Низиевани. И, конечно же, моим вышестоящим наставником Татарстану было золотой лев с одной звездой. Почетный член управления Искандер Мира Бахаева, вышестоящий наставник Ирина Акилин, Нурджан Лимаева. Огромная вам благодарность. Перед вами выступает сын простого чебана, который русский не знал, на семье 5 детей. Я самый младший. Чтобы обеспечить 5 детей, я помню, мои родители тяжело работали. Отец постоянно продавал абрикосы, яблоки, картошки, мясо. Моя мама ночами делала сборы, все молочные продукты, масло, сызмё, кефир, все молочные продукты всю ночь она делала. Утром 10 литров яги сюда молока, 10 литров яги сюда молока, тяжелыми сумками. Она каждый день ходила, продавала молоко. Я видел в конце дня руки мазут. Именно тогда, я дал себе слово, что я сделаю, что я стану, получу профессию, буду учиться хорошо, буду помогать своим родителям. С этой целью я учился хорошо. Красная аттестат, золотой медаль, красный диплом. Будучи студентом, я познакомился с компанией Тиньши, долго не верил. Обещали машины, яхты, самолеты, виллы, большие деньги. Но я не верил, потому что у нас в Узбекистане не было даже ни одного человека, который получил эти автомобили стоимостью 20, 25, 30 тысяч долларов. Я тогда сказал, я не верю. Но однажды мой сокурсник пригласил обманным путем на такую конференцию, где я видел первый успех. Тогда на сегодняшний день вышестоящий наставник Ильчан получал свой джип Lexus. Именно тогда я сказал себе, дал себе слово, делай этот бизнес, купить Lexus. Говорили, назвали меня лохотронщиками, аферистами. Потом я подошел к моим близким, родным. Я начал называть регион, они начали называть цыганами, лохотронщиками. Потом, благодаря нашим замечательным женским гигиеническим прокладкам озоновым, начали меня называть прокладчиками, главным гинекологом. Все равно я двигался. Сегодня я самый молодой, энергичный, красивый, золотой лев корпорации Тиньши. И, знаете, я двигался через 4,5 года. В городе Москве на Олимпийском я получал первый свой успех, первый свой подарок, денежную премию 20 тысяч долларов. На эти деньги я приехал в свою страну, в Кыргызстан, купил Lexus, поехал в свое село, всех гостей пригласили, в конце мне дали тост. Именно на этом тосте я говорил. Я отцу говорил, папа, до 63 года ты ездил на старом УАЗе, теперь вот этот джип на улице твоя. Когда я получал джип, куда я ради этих слез стоило заниматься этим бизнесом. Полгода назад на международной конференции в Индии на 22-летие корпорации Тиньши я получил очередной свой подарок, второй автомобиль. И самая большая победа, что именно на этой конференции я выходил в качестве международного лидера корпорации Тиньши. Все это благодаря корпорации Тиньши. Все это обучение, которое предоставляет наша компания. И, конечно, стоя здесь, я хочу сказать вам, слово «родители» для меня означает «родина». Моя родина – Дагестан. Я делаю все, но
будет даже больше. Я знаю, что я сделаю еще больше, чтобы моя страна процветала. И сегодня сидят представители Казахстана, представители Таджикистана, Украины,